Сегодня я хочу с вами поговорить о последних 3 дарах. Это что у нас? Дары силы. Ну, если, да, мы их сгруппируем в очередной раз, их можно назвать дарами силы или дарами действия. Библия так их не называет. Это, как я уже как-то раз говорил, для нашего более легкого понимания или для того, чтобы нам легко это в голову входило. Мы на 3 части поделили эти 9 даров. Сегодня у нас остались 3 дара. Это дар исцеления, дар веры и дар чудотворения. Ой, вот так, наверное, лучше, вот так. Ой, как? Вот так лучше, наверное. Скажи со мной, дар веры, дар исцеления и дар чудотворения. Знаете, когда мы говорим о дарах духовных, это мы подразделяем их. Это мы их делим, это мы их квалифицируем каким-то образом или классифицируем их каким-то образом. И мы такие пытаемся вычленить какие-то действия, сказать, вот это было пророчество, или вот это было слово знания, или вот это действует дар исцеления. Но на самом деле, когда мы начинаем двигаться в дарах духовных, это все начинает внутри нас зачастую проявляться такой большой одной смесью. Или такая коллаборация между дарами, или такая связка между дарами происходит. Я хочу начать сегодняшнюю нашу проповедь с одного места Писания, очень интересного. Это Деяния апостолов, 9 глава. Это история, связанная с будущим апостолом Павлом. Он все еще Савл, здесь Библия говорит про него. 9 глава с 8 стиха, что Савл, будучи гонителем церкви, он встречается с тем, кого он гонит, с Иисусом Христом. И Иисус встречает его на дороге в Дамаск, он падает перед ним, видит великое сияние, слышит какие-то голоса. И после этого, Библия говорит, он поднялся с земли, но когда открыл глаза, оказалось, что он ничего не видит. И его за руку привели в Дамаск. 3 дня он был слеп и ничего не ел и не пил. Это 9 глава, с 8 стиха. В Дамаске в это время жил ученик по имени Анания. Господь сказал ему в видении: Анания. Сразу хочу вас спросить, кто такой Анания? Человек верующий. Человек Божий. Какая у него позиция была в церкви? Апостол. Не, никакая, простой. Пророк. Не сообщается. Просто Анания. На самом деле, вот это важно, я хотел бы сразу это подчеркнуть. Был, Библия говорит, просто ученик. Библия никак не говорит, в какой позиции он находился в церкви, сколько лет он верующий был. Просто ученик, как ты и я. Нет никаких регалий, нет никаких погонов. Мы иногда держимся за какие-то погоны. Мы иногда сами на себя вот этого пуха накидываем, важности накидываем. Но на самом деле не важно, в какой позиции ты или сколько лет ты верующий. Важно, что ты просто человек, который общается с живым, говорящим Богом. И вот в Дамаске жил ученик по имени Анания, который общался и верил в говорящего Бога. И Господь сказал ему в видении: Анания. Да, Господи, ответил тот. Господь сказал ему: пойди на улицу прямую, в дом Иуды, и спроси там человека из Тарса по имени Савл. Он сейчас молится. И в видении он видел человека по имени Анания, который пришел и возложил на него руки, чтобы он прозрел. Если вот здесь остановиться, задам вам вопрос, связанный с прошлой темой. Что происходит с парнем? Какие дары действуют у этого парня? Дар слова мудрости. То есть Бог ему четко говорит, куда ему пойти, что ему сделать. И там еще один дар есть. Дар слова знания. Почему? Потому что Бог ему говорит, что там сейчас находится определенный человек, который переживает определенные в данный момент, определенные какие-то переживания. И Бог использует слово мудрости и слово знания в связке, как откровение. Поэтому иногда мы делим, например, это слово знания, это слово мудрости. Мы это подразделяем, но Бог это использует как одно большое откровение. Разные дары могут сразу же проявляться. И вот здесь сразу 2 дара проявляются. Для чего? Чтобы этот человек пришел. И Библия
говорит о том, что фактически эти два дара являются, как я уже в прошлый раз говорил, являются привратниками. Они открывают действия для каких-то более серьезных даров, если можно так сказать. Хотя все дары серьезные. Для каких-то, скажем так, других даров, которые проявляют себя совсем по-другому. То есть он получает откровение. И это откровение, на основании этого откровения он идет и служит человеку, благодаря которому или благодаря чему тот человек получает невероятное исцеление. Скажи вместе со мной, слово знания и слово мудрости – это привратник. Слово знания, слово мудрости – это привратник. Привратник – это тот, который открывает двери для даров силы. Я не зря сегодня начал с этого места Писания. Почему? Потому что нам надо ревновать сегодня об откровениях, о дарах откровений, о словознании, о слове мудрости, о распознании духов. Потому что лично я считаю, вы можете со мной не соглашаться, но лично я считаю, что это самые основные дары, которые открывают действия или двери для других каких-то важных даров в жизни человека. И вот, он получает такое откровение. Анания не сразу соглашается с Богом. Библия говорит, Анания ответил, Господи, я от многих людей слышал об этом человеке, о том, как много зла он причинил Твоим святым в Иерусалиме. Иногда нам Бог дает какое-то откровение, и мы Богу объясняем, почему мы это делать не будем. Мы Богу объясняем, что я это сделать не могу, потому что слишком, подлый этот парень Савл. И он пришел сюда, получив от первосвященников полномочия арестовывать всех, кто призывает Твое имя. Бог ему говорит, иди к этому человеку. А он сидит и объясняет Богу, почему он не пойдет. Знаете, мы все одинаковые. Когда приходят какие-то откровения, сделать одно, другое, третье, мы все одинаково реагируем. Ой, Господь, почему я? Пусть он Алина идет делает. Пусть он Айбек идет делает, он с детства верующий, он Бога слышит. А вдруг я сейчас накосячу? А вдруг я сейчас что-то не то сделаю? У кого из вас такие мысли были? Когда-нибудь, когда вы откровение получаете. И Дух Святой вам говорит, что-то сделать, кому-то что-то сказать, кому-то там что-то пожертвовать, кому-то за кого-то помолиться. Кто из нас реагировал как Анания? Да практически все. Не, конечно, если у тебя другая реакция, мы после собрания выведем тебя и помолимся за тебя, как за героя веры. Но основная масса людей, мы все одинаковые, мы торгуемся с Богом. Мы начинаем говорить, Бог, там как-то какое-то знамение дай мне, что-нибудь там скажи, пусть сегодня у нас там температура упадет там от 40 градусов до 15 градусов. Походу недавно, для кого-то знамение было. Кто-то молился, видимо. Господь сказал ему, ой, бой. Уже я не знаю, как, знаете, вот у Бога такое терпение. Камон, там я не знаю, на твоем языке Бог начинает говорить, иди! Потому что человек этот мое орудие, которое я избрал, чтобы возвестить имя мое перед язычниками, перед царями и перед народом Израиля. Я покажу ему и то, сколько ему предстоит пострадать из-за моего имени. Анания пошел. Торговался. Боялся, сомневался. Неважно, не это главное. Важное, что взял и пошел. В дарах это самое главное. Можно ревновать о дарах, можно молиться о дарах. Потом, когда эти дары начинают внутри тебя что-то делать, и Дух Святой тебя побуждает какие-то вещи сказать, сделать, каким-то образом себя вести определенным. Главное начать это делать. Он пошел, вошел в тот дом, возложил на Савла руки и сказал, брат Савл, Господь Иисус, который явился тебе на твоем пути сюда, послал меня к тебе, чтобы ты опять мог видеть и был исполнен Святым Духом. В тот же момент, будто чешуя спала с глаз Савла, и он прозрел. Он встал и принял крещение. И на этом остановимся. История на этом, хорошая история на этом заканчивается. Потом Савл начал везде проповедовать. История Анании, обычного парня, который получает откровение. Он приходит к человеку, возлагает, даже здесь не написано, что он руки возлагал. Он просто приходит к нему, говорит какие-то пророческие слова, говорит слова, которые он имел от Бога для этого человека. И Библия говорит, Савл прозревает. Что здесь происходит? Здесь происходит исцеление, сверхъестественное.
И это исцеление мы можем отнести как к какому-то чуду. На самом деле это чудо, когда люди слепые прозревают. Согласитесь, это не просто исцеление, это чудо. Это чудо из чудес. Я хочу сегодня, чтобы церковь вернулась к чудесам. Я хочу, чтобы сегодня ты был настроен на чудеса, чтобы ты был внутри заряжен на чудеса. И ты говорил: Бог, мне нужны откровения для того, чтобы двигаться в чудеса. Я хочу чудеса со своими детьми. Мы хотим чудес с нашими циничными подростками и детьми. Да или нет? Мы хотим прорыва сверхъестественного в финансах. Знаете, это все чудеса. Это все чудеса, например, когда люди вокруг нас, они обращаются ко Христу. И это тоже чудо. Когда люди там слепые, они прозревают. Это чудо. Когда хромые по 40 лет, они сидели, например, просили милостыню. И потом ребята по имени Петр и Иоанн идут, смотрят: о, вера есть в этом человеке. И говорят: ничего нет у меня, кроме вот того, что мы имеем, мы тебе это даем. Золото, серебра дать не можем. Даем тебе исцеление. И человек получает исцеление чудесное. Или он получает чудо. Вот здесь невозможно сказать, был ли это дар исцелений. Или это был дар чудотворения. Это было что-то невероятное. Я сегодня хочу вот 3 дара наши, о которых мы сегодня говорим: дар веры, дар чудотворения и дар исцеления смешать в кучу. Это вещи сверхъестественные, это вещи невероятные, которые мы внутри своего сердца должны хотеть. Если мы ревнуем об этом, если мы этого очень сильно хотим, тогда церковь открывает свой дух или открывает свое сердце для того, чтобы невероятные вещи приходили в нашу жизнь. Итак, 3 дара, о которых мы сегодня говорим, и мы будем говорить о них в связке, мы будем о них говорить, не разделяя эти 3 дара. Это дар исцеления. Можно слайд? Дар исцеления или дары исцеления – это фокусирование и высвобождение силы Божьей для исцеления болезней. У нас есть 2-й дар сразу же, это дар чудотворения, или дар веры, да, у нас идет? Дар веры. Это сверхъестественное, способность верить в то, что для других невероятно. И 3-й дар, дар чудотворения, это вмешиваться или прерывать естественный ход природы, законы природы. Давай к 1-му слайду вернемся. Дары исцеления – это фокусирование и высвобождение силы Божьей для исцеления болезней. Это сверхъестественное какое-то слово, которое ты можешь иметь. Когда Дух Святой, например, тебе говорит о том, чтобы тебе прийти к какому-то человеку и положить руку на его тело, и, например, Дух Святой тебе заранее говорит о том, что в нем есть болезнь определенная, и Он показывает тебе, что нужно сделать для того, чтобы этот человек освободился от болезни. Это сверхъестественное высвобождение силы для исцеления. Знаете, это я могу вам еще раз сказать, это один из самых страшных даров. Почему? Потому что иногда, например, тебе не просто руку надо возложить, а что-то сказать в жизни этого человека. И Дух Святой может тебе сказать. Иногда Дух Святой может сказать тебе, почему в его жизни то или другое происходит, и тебе нужно попросить, чтобы он от чего-то отказался. Потому что это является причиной его болезни. Иногда это может быть какой-то, знаете, неординарный способ молитвы за больных. Мы же привыкли руки возлагать. А помните, как Иисус под действием даров Святого Духа или под действием помазания Духа Божьего, как Он молился за больных? Иногда очень страшно. Я не хочу так молиться, потому что, не дай Бог, что-то пойдет не так, просто потом не оберешься проблем. Помните Иисус, например, то Он плюет слепому в глаза. Иди в Силааме умойся. Согласитесь, страшноватенько, когда к тебе приходят или подводят человека, и вдруг внутри тебя откровение, что сейчас будут работать дары исцеления, если ты плюнешь этому человеку в глаза. Но одно радует, что Бог не начнет самого сложного с нами. Он даст нам какие-то легкие пути. Легкие пути. Не обязательно нужно будет тебе, как Иисусу, брение делать. Помните, да, когда Он вкладывал руки с брением там куда-то в глаза, в уши. Одному на кончик языка сначала на руки, потом на кончик языка ему. Это все сверхъестественные действия, которые Дух Божий побуждает. Но чаще всего, например, дары исцеления проявляются очень легко. Когда ты внутри своего сердца, к примеру, имеешь откровение, что за этого человека надо помолиться, потому что у него есть определенная физическая немощь, и ты об этом не знал.
Есть куча людей, за которых мы молились, за сердечные там проблемы, за проблемы с раком, за проблемы, иногда смотришь на человека, у него дух смерти, и это мучает его и приносит определенные болезни в его жизнь. И ты просто смотришь на этого человека, и ты понимаешь, у тебя есть слово, ты двигаешься на основании этого слова, и человек исцеляется. Однажды ко мне пришла женщина и говорит: у меня 4-я стадия рака, я умираю, хочу Иисуса принять перед смертью. И я вдруг на нее смотрю и говорю: мы собираемся здесь каждый день. Просто приходи, и каждый день мы толпой будем на тебя возлагать руки, и ты получишь исцеление. Что произошло? Она исцелилась. Это было слово сверхъестественное для ее исцеления. И был высвобожден невероятный, сверхъестественный, я не знаю, дар чудотворения, или это дар исцеления был. Неважно. Это было чудо для этого человека. Вы со мной? Я помню, в первое время, когда мы начали практиковать эти дары исцелений, мы проводили какое-то служение, и там очень много неверующих в тот день позвали. Такая типа евангелизация была. И вдруг, когда я молился, я знал, о чем я буду проповедовать, я знал, что я буду говорить, как, с чего я начну, чем закончу. И вдруг Дух Святой говорит: выведи людей, у которых больные почки и больная печень. В этом зале их очень много, и все они будут получать исцеление. И я думал, как это между собой связано? Печень и почки — это вообще два разных органа по идее. Причем тут как их можно в кучу собрать? Ну я просто наступил на, вот знаете, иногда наш ум нам говорит: это какая-то глупость. Это какая-то ерунда. Я наступил на эти страхи, вытащил этих людей. Причем я с таким немножко сомнением спросил в зал, так знаете, технично: а есть люди, у которых печень больная? Там хоп, несколько людей. А почки? Хоп, еще больше людей. И огромное количество людей, там, я не знаю, в процентном соотношении, может быть, 20%, 15% людей вышли из этого зала. Я был в шоке. Я им сказал, Бог мне сказал о том, что вы получите все исцеления. Мы возлагали руки на этих людей. И практически все эти люди свидетельствовали о том, что у кого-то боль прошла, кто ее чувствовал, у кого-то какая-то там огонь начал гореть. Это сверхъестественно, по откровению был высвобожден дар или дары, которые называются дары исцеления. Слышите, друзья? Это легко работает. Просто нужно наступить на свой страх, нужно наступить на какие-то свои сомнения, просто двигаться в этом. Есть категория людей, которые говорят: в церкви чудеса пропали. Да они никуда не делись. Просто церковь стала прагматичная. Очень прагматичная. Мы, знаете, стали, если раньше, когда мы уверовали только, и нам сказали: иди, проповедуй Евангелие и возлагай на всех руки, больные будут исцеляться от возложения твоих рук. И мы что делали? Вспомните! Мы возлагали руки на старых, на молодых, на бедных, на богатых, на тем, кому мы проповедовали, тем, за кого мы молились, кому мы вообще не проповедовали. Мы приходили родственникам, говорили: Иисус может исцелить, и на всех подряд возлагали руки. И 100 человек, на кого мы возлагали руки, ну хоть один-то точно исцелялся. А спроси, через кого исцеляются? Да я думаю, если попросить вас поднять руки, вспомните, через кого исцелялись эти больные люди. Толпа людей здесь поднимет руки. Просто нам нужно вернуться к этой теме, которую в Евангелии от Марка в 16 главе говорит Иисус. На больных будете возлагать руки, больные будут исцеляться. Возлагай руки на своих детей, возлагай руки на своих внуков, возлагай руки на своего мужа, возлагай руки на тех, которые ковидом заболели. Возлагай руки, ты будешь видеть, как сверхъестественное действие исцеления будет проявляться через тебя. Почему, как некоторые говорят, в церкви сегодня нет исцелений? Потому что мы перестали молиться за больных. Мы такие умные стали. Мы уже знаем, чем ковид надо лечить. Мы начинаем говорить: купи себе ксалерта или ксарелта. Купи себе там антибиотики, там 12 дней пей, наблюдай за своей кровью, там, чтобы правильное количество кислорода было. И дыши вот так, гимнастику делай. Мы такие, знаете, странные. Бог нас же не к этому призвал. Он говорит: возлагай руки на больных. Пусть из него этот ковид уйдет. Когда мы говорим о чудесах, знаете, вот дары силы или дары, о которых мы сегодня с вами рассуждаем, дары исцелений, дары веры, дары чудотворений, это все естественным образом приходит в жизнь святых Божьих людей для того, чтобы сверхъестественный Бог себя проявлял. Скажи, это естественным образом приходит.
Это не что-то такое. Некоторые думают, сейчас меня там колбасить начнет, и я вдруг веру получу. И я такой, оп, направо, налево буду ходить, там, во имя Иисуса, там, у меня будет вера невероятная, и там люди, например, по воде начнут ходить. Здесь, например, там без кондиционеров, там 30 градусов вокруг, а здесь такой оазис, здесь 15 градусов будет всего лишь. Мы многие ожидаем чего-то такого, что это будет как-то бум, и что-то невероятное, там у нас какие-то мураши побежали, какие-то там огонь в руках мы почувствовали, какие-то искры из глаз из нас пойдут. Нет! Это внутреннее побуждение, когда Дух Божий через дары откровения нас побуждает, делай то или делай вот это. Я помню, мы с одним братом пришли проповедовать Евангелие, это был 10 класс. И там такие циничные были ученики, мы им говорили Евангелие, а они ржали над нами. Просто вот вы не представляете, у нас такая приятная атмосфера, ты здесь что-то говоришь, вы все слушаете, там Денис, там давай, уф. А там такие сидят и ржут над нами. И мы знаете, мы что сделали? Мы им сказали такую вещь, кто? Мы останавливаем все вот наши проповеди сейчас. Сейчас мы вам покажем, что Бог, в которого мы верим, это Бог чудес, это внутри появилось желание. Знаете, что мы сделали? Мы сказали, есть здесь вот из вас там 30 человек, есть кто-то, кто ничего не боится. Мы сейчас с вами проведем эксперимент. Там, как всегда, девочки подняли руки. Типа, мы не боимся. И мы говорим, ну-ка выходите. Мы померили им руки-ноги. И у одной там девочки, например, одна рука короче другой. У другой одна нога короче другой. И мы сказали классу, всей толпе, вот сейчас мы будем молиться, и рука будет расти все-таки. Че? Мы говорим, не чокайте, сейчас вы увидите, что делает Иисус Христос. Что Он реальный, что Он может совершать невероятное. И знаете, мы в тот момент, я помню, вытянули руки или там ноги одной или там двум девчонкам, и у всего класса шок. Главное дышать так, чтобы не захлебнуться. И они говорят, не может быть. Знаете, что произошло? Во всю эту аудиторию был высвобожден сверхъестественный дар веры. И мы сказали, сейчас всякий, кто из вас болеет, вы будете выходить, мы будем возлагать на вас руки, и вы будете сверхъестественно исцеляться. И они такие, опять девочки вышли. Одна говорит, можете за глаза помолиться? Мы помолились, она говорит, вау, I feel good. Другую мы помолились, у нее там что-то какая-то опухоль была на груди. И она ушла, через какое-то время возвращается, говорит, ребят, я получила исцеление, у меня это ушло. И там люди начали получать сверхъестественные исцеления. Скажу больше, в тот самый вечер был высвобожден не просто дар веры, была высвобождена сверхъестественная сила Божия в тот зал, в то помещение. Просто у нас было слово сделать вот так, как мы сделали. И там было невероятное Божье присутствие. В конце концов, чем закончилось все? Все эти десятиклассники циничные, еще 20 или 30 минут циничные. К концу нашего собрания они стояли с поднятыми руками и пели «Аллилуйя». Как тот мужчина «Аллилуйя». Но это был Дух Божий. И мы ходили по рядам, возлагали на них руки, и они падали под силой Божией. Что это было? Это был Бог всемогущий, Бог сверхъестественный, который хочет проявлять себя. Друзья, в нашей жизни Бог всемогущий хочет себя проявлять невероятным образом. Во всех сферах нашей жизни. Он хочет сломать любой вот этот вот прагматизм, в котором мы привыкли жить. Любой прагматизм. Да, слава Богу. Знаете, что такое дар веры? Да, покажи нам Матфея 14 главу. Где Иисус, что-то в какой-то момент ребята уплыли на лодке, а он не заморочился лодку искать, пошел по воде за ними. Помните эту историю? Петр видит, Библия говорит, 14 глава Евангелия от Матфея, в 4-ю ночную стражу, перед рассветом, Иисус пошел к ученикам, ступая по озеру. Как ни в чем не бывало. Ученики, увидев его идущим по воде, очень испугались. Это призрак. Орали они от страха. Закричали они от страха. Как я уже говорил, стереотипы. У них уже были сразу понимания, вау, это дьявол. А потом смотрят, нет, вроде Иисус, потому что он говорит им, успокойтесь, ребят, это не дьявол, это я, не бойтесь. Господи, если это ты,
сказал тогда Петр, то повели мне прийти к тебе по воде. Вот безумный чел. Иисус, знаете, вот интересно, Иисус просто отвечает, иди, сказал Иисус. Петр вышел из лодки и пошел по воде к Иисусу. Здесь бы надо было эту историю остановить. Ребят, вот это дар веры. Когда мы просто выходим из лодки, и мы делаем вещи сумасшедшие совершенно, но мы понимаем, Бог нам сказал, иди. Мы понимаем, что от Бога это. Я помню ситуацию, когда мы молились там за свое здание очередное в одной из церквей. И я просто внутри видел, что здесь мы поставим здание в короткие сроки, это будет ангар. И я помню, на пустом месте мы собирались, с толпой верующих молились. И мы постоянно провозглашали, здесь будет стоять ангар. Потом там поставили шатер, в конечном итоге там поставили ангар. И когда мы этот ангар поставили, ко мне один мужик пришел, который молился с нами каждое утро. И он говорит, Денис, хочу покаяться. Я говорю, в чем покаяться? Он говорит, у меня все время был просто внутри, знаете, вот такая усмешка. Когда ты говорил, мы здесь короткое время поставим ангар. Я внутри ржал, какой ангар? Где вы его возьмете? У вас денег нет. И он внутри понимал, что это все невозможно. Но когда у тебя дар веры, ты можешь верить в вещи, которые для всех невозможны. Это выше нашего прагматизма, это выше того, что мы можем посчитать. Ага, вот у нас церковь, у нас есть определенный доход, например, годовой. Ага, чтобы вот это поставить, вот это купить, это нам на 40 лет собирать деньги. Друзья, мы хотим построить здание достаточно хорошее. И оно стоит достаточно нормальных денег. Если мы сегодня чисто прагматически или прагматично посмотрим на ситуацию, как мы это здание построим, чисто вот с прагматичной стороны, то вот, судя по тому, сколько мы собираем, как к нам приходят деньги, 10 лет будем копить на это здание. Но это не так. Потому что Бог чудес. Потому что у Бога есть источники. И этот Бог, Он сегодня будет невероятным образом благословлять нас. Все, что нам нужно сделать, это просто открыть себя для сверхъестественной веры. Вера, она работает для всех. Многие люди говорят, ну да, ты-то там какой-то там важный служитель. Нет! Вера для всех. И сверхъестественная вера для всех. Для всех. Скажи для меня. Скажи, вера для меня. Скажи это, пожалуйста. Вера для меня. Даня, вера для тебя. 1, 2, 3, Даник. Вера для тебя. Мы призваны сегодня двигаться в сверхъестественном. Мы призваны сегодня видеть, как эти дары силы работают в нашей жизни. И это через обычных учеников работает. Не через каких-то там, не знаю, небожителей, которые приедут из-за океана к нам и высвободят силу. Некоторые церкви вообще, знаете, они самые прагматичные. Они такие вот, говорят, мы живем в бедной стране, в бедной местности. Наша тема это найти американского спонсора. А за граница нам поможет. Во имя Иисуса. У нас есть спонсор, который больше, чем все американцы вместе взятые, чем все японцы вместе взятые, и корейцы, и австралийцы вместе взятые, да. У нас Бог невероятных чудес, у Него есть миллион возможностей нас благословлять. Давайте к третьему дару. Коротенько, а потом помолимся. Чудотворение, как я уже говорил, это вмешиваться или прерывать естественный ход природы. Это вот любое действие, когда против законов физики что-то происходит. Согласитесь, например, человек умер, а потом воскрес, это против законов физики. Да, совсем. Потому что по законам там, физики, биологии, он умер, через 3 дня он должен пахнуть плохо, а через сколько-то дней начать разлагаться. И когда человек сверхъестественно, к примеру, воскресает, это называется чудотворение. Петр приходит, 9 глава апостолов, мне кажется, Деяния апостолов, да, с 36 стиха. Ему говорят, вон там девочка у нас умерла, Тавифа зовут. Хорошая была девочка. Иди пособолезнуй родителям. И они, знаете, как представляют эту девочку. Она всегда делала добро и помогала бедным.
И вот в это время она заболела, умерла, ее омыли, положили в верхней комнате. Поскольку Лидда находится недалеко от Яффы, ученики услышали, что Петр находится там. Послали к нему 2 человек с просьбой: приди срочно к нам. Петр пошел с ними, и когда он прибыл, его провели в верхнюю комнату. Вокруг него собрались все вдовы. Они плакали, показывали ему платье, другую одежду, которую сшила им Газель, когда она была жива. У нее 2 имени: Газель, Тавита. Петр выслал всех из комнаты, стал на колени и помолился. Затем он повернулся к умершей и сказал: Тавита, встань. Ты что творишь, дядька? Вот давайте, вот если на этом остановиться, все, что делает этот человек, он просто смотрит, как ему представляют эту женщину, эту девушку. Потом он внутри, видимо, слышит какие-то вещи. Он говорит: ну-ка выходите-ка все, у меня есть идея. Закрывает дверь, молится, общается с Богом, и Дух Святой ему подтверждает эту идею. И он обращается к этой женщине и говорит: Тавита, встань. Она открыла глаза, увидела Петра и села. Здрасте. Ребят, это чудотворение. Многие из нас, знаете, мы думаем: вот, надо бы нам тоже как-нибудь попрактиковаться в воскресении мертвых. Да эти вещи, вот, например, чудотворение, это не только воскресение мертвых. Воскрешение мертвых. Воскрешение мертвых, правильно, да, сказать? Это не только воскрешение мертвых. Это когда у тебя ничего нет, а ты говоришь: во имя Иисуса Христа приди. Стаса нет, я как-то раз рассказывал эту историю. Он покупал машину себе, и они пока торговали за машину, машина ушла. Продали ее. Мы звоним продавцу, продавец говорит: все, до свидули, машину продали, ее забрали там какие-то люди. И Стас такой: ну ладно. Типа, значит, Бог что-то другое приготовил. А у меня внутри такое внутреннее состояние, знаете, глаза горят, и я такой: не пойдет так. И я такой говорю: во имя Иисуса Христа, машина, которая ушла, я сейчас обращаюсь к тебе, возвращайся во имя Иисуса, потому что она Стасу принадлежит. Поймите правильно, я не всегда так молюсь. Потому что если всегда практиковать такие вещи, это такая, на грани. Это вещи, когда ты внутри понимаешь, что вот так надо сделать. Я просто вещам, которые уже произошли, я говорю: нет, ну-ка возвращайся-ка, машина, обратно. И на следующий день Стас звонит этому мужику, он говорит: ой, машина вернулась, забирайте. Он до сих пор на ней ездит, в Каракол уехал. Друзья, это вещи, когда ты чему-то говоришь, это вещи, которые ты провозглашаешь, и из ниоткуда что-то происходит, из ниоткуда что-то совершается. Помните, как Иисус, например, размножил хлеба? Что у нас есть? Рыба есть, хлебушек есть, ну совсем немножко, на 3. А здесь 5000 человек. Иисус говорит: тащите все. Благословил, теперь говорит: раздавайте. Но они начали делать. Они начали это совершать, и вдруг все начало двигаться, все начало расти. Есть вещи, которые Дух Божий нас побуждает начать делать, для того, чтобы чудеса стали врываться в нашу жизнь. Дорогие друзья, я хочу вам сказать, чудеса, они реальны, чудес очень много. И эти чудеса, они просто должны наполнить сегодня нашу финансовую жизнь. Они должны наполнить сегодня наших детей. Эти дети, которые с нами живут, они чудесным образом спасутся, когда ты получишь слово какое-то. Не ходи просто так и не говори ему: пойдем в церковь, ты грешник, не дай Бог, ты завтра на Иссыкуль поедешь, в катастрофу попадешь, в ад уйдешь. Да не рабочая схема. Им кажется, что они бессмертные. Это вообще их не касается. По-другому, как-то что-то по-другому, что-то получи, какое-то слово. И начни высвобождать чудо в своей жизни. Начни высвобождать финансовое чудо, начни высвобождать семейное чудо, начни делать какие-то вещи, которые Дух Божий тебе говорит, и ты будешь видеть, как сверхъестественный Бог будет сверхъестественно изливать свои чудеса на твою жизнь. Аминь.